Восьмилетний Денис Малишава с большими выразительными глазами, говорящими больше, чем он сам. С виду и не скажешь, что мальчик чем-то отличается от сверстников. Любознательный, улыбчивый и внимательный. Ему нравится общаться с детьми, играть и познавать мир. Но, к сожалению, из-за своей болезни он лишен возможности развиваться, как его сверстники. Виной всему страшный диагноз – детский церебральный паралич. Денис не может самостоятельно ходить и говорить. Мы находились в Германии тоже, он там лечился, но, к сожалению, отсюда пришли, там денег мало было, и пока что здесь, в Абхазии. Врачи дают все возможное и делают, чтобы ребенка, чтобы лучше было. Не знаю, стараемся как можем. Он мультики любит смотреть, с братом играет. Он любит гулять. Да. За это будет удобнее, чтобы коляска была, чтобы прогулять ребенка. В коляске нуждается еще один подопечный фонда – 17-летний Лаша Чичуа с таким же диагнозом. Историю мальчика наверняка многие помнят. Практически с младенчества он борется с болезнью. С первого года жизни и по сей день жизнь Лаши – сплошной курс реабилитации. Походы по врачам, обследования, прием медикаментов, ЛФК. Лаша очень любит футбол. Однако тогда, когда его сверстники гоняют мяч, вовсю познают мир и развиваются, для него это пока еще остается мечтой. Электронную. Больше хочу электронную, чтобы двигаться по городу. В машину, если будет, как хорошо. В машину, если складываться, то тоже будет как хорошо. А эта электронка сама двигается. Да, там на пульте. Сможешь сам управлять. Да, вот это хочу. Если Боженька мне поможет, как хорошо будет везде двигаться. Смог бы вот это сделать. Ходули и костыли хочу. Костыли, чтобы это двигаться еще руками. Не до конца, но еще буду растягивать, посмотрим. Из-за сложности заболевания у ребят наблюдаются двигательные нарушения, ограничивающие их подвижность и, соответственно, мешающие социализации и познанию окружающего мира. Решить эту проблему поможет использование специальных технических средств. Кресла, коляски для детей с ДЦП соответствуют важным принципам. Как можно больше самостоятельной активности, помощи ровно столько, сколько необходимо. Средства реабилитации для детей с ДЦП поддерживают туловище и стабилизируют таз, не заменяя при этом работу собственных мышц. Они комфортны и защищают кожу ребенка. Естественно, эта коляска должна подобрана быть, зная на какой период. Потому что дети растут, и же люди там тоже. Поэтому на какой-то период их заканчивают, например, Лашик. Он уже вырос с этой коляски, ему не очень удобно, поэтому подбирать уже нужно другой размер. И, естественно, для какой цели она преследует, какие цели. Естественно, прежде всего передвижение, интеграция общества. Они могут только таким образом себя показать. Многие очень одаренные, даже у нас есть дети, которые изучают иностранные языки, хотят, но без этих маленьких передвижений это будет очень сложно. Естественно, у нас еще есть коляски не только такие, у нас есть плавание коляски. Мы имеем специализированные коляски, которые в акватории нашего моря не получают большое удовольствие. То есть доступная среда – это и есть для них коляска. Важно отметить, что на каждого ребенка инвалидная коляска подбирается индивидуально. При выборе учитываются возраст, вес, рост, физиологические особенности. Индивидуальный подход особенно важен, ведь неправильно подобранная коляска может еще больше навредить здоровью. Фонд уже подобрал индивидуальные коляски, подходящие по всем параметрам каждому ребенку. Из-за сложности заболевания ребята ограничены во многом, что с легкостью дается их сверстникам. Они не могут самостоятельно передвигаться, как таким этого хочется, без посторонней помощи. На данный момент нам необходимо собрать 650 тысяч рублей на приобретение 2 инвалидных колясок наших подопечных. Данные инвалидные коляски, которые нам сейчас необходимы, производятся в России, в Москве. Они уже много лет занимаются изобретением этих колясок, уже имеют мировой опыт, они очень удобные, комфортные, то есть
уже мы планируем в дальнейшем, как будет собрана сумма необходимая, заказать, уже связаться с данной компанией и заказать у них эти коляски. Дома или на улице, самостоятельно или с помощью сопровождающего лица, на короткие или дальние расстояния. Детские коляски активного типа позволят развиваться и самостоятельно решать повседневные задачи. Благодаря коляскам родители смогут решить проблемы беспрепятственного передвижения и самообслуживания детей, а жизнь мальчиков с ограниченными физическими возможностями станет полноценной. Сейчас от нас с вами зависит будущее этих детей. Только объединив усилия, мы сможем собрать необходимую сумму – 650 тысяч рублей. Помочь Лаше и Денису можно, отправив СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи можно узнать по телефону 773 50 50 или на официальном сайте КБФ Ашана. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.